Добрый день, вы смотрите передачу «Акцент». Сегодня в студии работает журналист газеты «Саха-Сирия» Марианна Тыртыкова. С 1 июля 2018 года ожидаются существенные изменения в федеральном законе о долевом строительстве. В связи с ужесточением требований к застройщикам есть опасения, что многим субъектам малого бизнеса придется покинуть рынок, что вызовет повышение цен квадратных метров в новостройках. Итак, что ждет застройщиков и дольщиков в этом сезоне? Более подробно об этом расскажет руководитель отдела контроля и надзора в области долевого строительства Управления Госстройжилнадзора Республики Намина Савична Дураева. Намина Дураева, родом из Намцев, имеет 2 высших образования. В 2004 году окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Имеет обширную практику защиты государственных органов в арбитражном суде. Трудовую деятельность начинала в Северинской ГЭС, долгое время работала в управлении Федеральной антимонопольной службы по республике Саха-Якутия. Награждена почетной грамотой ведомства за заслуги в обеспечении конкуренции и защите предпринимательства. С 2015 года работает руководителем отдела контроля и надзора в области долевого строительства Управления Госстройжилнадзора Республики Саха-Якутия. Намина Савична, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие будут изменения в долевом строительстве? Здравствуйте. В закон о долевом строительстве были введены поэтапно уже с 2016 года существенные изменения. И с июля 2018 года, с 1 июля, должны вступить в силу изменения, которые окончательно приведут рынок долевого строительства к тому, что будет именно вход на рынок застройщиков очень сильно ужесточен. Но если говорить о поэтапном введении изменений, то существенные изменения были введены уже в 2017 году, как я уже сказала, да. С 2017 года Управление Госстройжилнадзора, как орган контроля в области долевого строительства, уже выдает заключение о соответствии застройщика и проектной декларации. То есть без заключения Госстройжилнадзора уже ни один застройщик не вправе строить и заниматься долевым строительством, то есть привлекать денежные средства граждан. Так, если вот в 2017 году было рассмотрено и выдано 37 заключений, то есть это уже 37 застройщиков уже осуществляют строительство. В этом году мы рассмотрели уже порядка 11 проектных деклараций и выдали заключение о соответствии застройщиков. То есть говорить о том, что с 1 июля долевого строительства вообще не будет, мы не можем, поскольку все застройщики, которые уже начали строительство, они продолжают осуществлять строительство. В скором времени застройщиков обяжут работать в пределах одного разрешения на строительство, то есть пока не сдадут один объект, они не вправе заниматься другим строительством, да? И вот, как вы думаете, сокращение объема вводимого жилья может повлечь повышение цен в новостройках? Ну вот вы совершенно верно подметили то, что одно разрешение, это с 1 июля 2018 года, да, все те застройщики, которые возьмут разрешение после 1 июля 2018 года, они не смогут строить другие объекты, пока не сдадут вот именно либо они берут комплексную застройку Когда комплексная застройка в пределах одного разрешения на строительство, они могут строить несколько объектов. Но здесь говорить о том, что под комплексную застройку немногие застройщики могут на этот, по ресурсам, по материальным, по финансовым ресурсам застройщики могут осуществлять такое строительство только крупные. Поэтому возможно, вот такое ужесточение, ограничение, которое вступит в силу с 1 июля, действительно может повлечь сокращение количества строящихся объектов, потому что пока вот из практики мы смотрим, что наши застройщики в основном берут несколько разрешений на строительство, то есть они несколько объектов строят по разным разрешениям на строительство. Это не всегда у них комплексная застройка. Поэтому пока вот они не достроят один объект, они не смогут взять на строительство другой объект. А в ценовом сегменте это как отразится? Я как не специалист в этой области не могу сказать точно. Но в любом случае, поскольку законы рынка такие, что если какие-то требования ужесточаются, и если есть ограничения
которые могут повлечь ограничение количества участников рынка, то действительно здесь может быть то, что спрос будет выше, а предложение будет меньше. И, соответственно, возможно, да, может быть такое, что цены могут повыситься. А в строящихся объектах, где разрешение уже получено, новые требования, они не распространяются, да? Да, все разрешения на строительство, которые получены до 1 июля 2018 года, они, вот изменения, касающиеся в части вот, размещения именно на расчетном счете в уполномоченном банке одного банка, например, да, на них не будут распространяться. Вот есть еще вот такое новшество, о котором бы я хотела сказать, что теперь застройщики, которые вот получат разрешение на строительство после 1 июля 2018 года, они будут размещать расчетный счет только в уполномоченном банке, который будет определяться постановлением правительства. И на этом расчетном счете они, ну, по-простому говоря, с согласия банка будут осуществлять операции. И в законе конкретно также прописана вот статья 18.2, в котором указано, что вот на какие цели именно можно будет расходовать эти средства. Но здесь говорить о том, что застройщикам вообще вот там ограниченный перечень, да, на который они, на строительство именно конкретно объекта они могут, ну, перечислять там расчеты и так далее, да, производить расчеты с подрядчиками и так далее. Но примерный перечень есть, на какие расходы, может быть, вот эти деньги двигаться могут, да, но он не закрытый. То есть говорить о том, что банк конкретно вот им закроет, да, все их, вот, нельзя говорить, на авансовые платежи и так далее. Ну, то есть там есть тоже ограничение, то, что авансовые платежи подрядчикам они могут выплачивать не более 30% от сметной стоимости. А вот заключая договор долевого строительства, на что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы не оказаться в рядах обманутых дольщиков? В первую очередь надо здесь указывать о том, что договор долевого участия — это все-таки гражданско-правовой договор, то есть он заключается между застройщиком и гражданином, который хочет вот участвовать в долевом строительстве. Поэтому в настоящее время вот эти договора долевого участия вот с 2004 года закон есть, и они подлежат государственной регистрации. И самое главное, что все документы должны быть в соответствии. Ну, это разрешение на строительство, договор аренды земельного участка должен быть легитимным. И то есть здесь еще нужно необходимо смотреть, поскольку уже после 2017 года мы выдаем заключение, да? Поэтому если есть заключение Управления Госстрожилнадзора, то предварительную проверку они прошли. То есть получается, что у этого застройщика есть и разрешение, и он является правообладателем земельного участка, есть уставной капитал соответствующий. И, ну, и некоторые вот требования. В интернете, на вашем сайте или еще где-нибудь на каком-то ресурсе это проверить можно? Да. С 1 января 2018 года заработала единая информационная система жилищного строительства. Сайт называется «Наш дом РФ». «Наш дом РФ», любой дольщик потенциальный может зайти туда, выбрать свой регион и посмотреть, там есть перечень застройщиков, перечень объектов, и на какой стадии находится строительство. Есть определенные требования, которые также вот были установлены законом, и теперь застройщики обязаны размещать там информацию. То есть на этом сайте уже проверенные застройщики, да? Да, на этом сайте уже застройщики, которые у нас с 2017 года получили заключение соответствия проектной декларации. После сдачи многоквартирного дома в течение 5 лет устанавливается гарантийный срок. Как часто дольщики требуют устранить недостатки в данном доме и с чем это связано? Поскольку у нас контрольный надзорный орган, мы работаем с обращениями граждан. Так мы в год примерно, вот в 2017 году мы рассмотрели более 100 обращений граждан. И да, действительно, многие есть категория дольщиков, которые обращаются именно по этому поводу, что вот про гарантийные сроки. Но здесь необходимо сказать о том, что в основном застройщики в пределах гарантийного срока они устраняют все недостатки, которые были в процессе эксплуатации выявлены. А что для этого необходимо? Просто нужно заявление к застройщику написать, да?
Да, вообще вот здесь что необходимо отметить, да, участник долевого строительства в первую очередь обращается к застройщику. Если застройщик, это претензионный порядок, да, и он в случае, если выявляется какой-то недостаток, то уже, если застройщик не реагирует, то в этом случае можно обратиться уже в судебном порядке с требованием о том, чтобы устранили недостатки. Намина Савишна, спасибо вам за беседу. Надеемся, что она пригодится тем, кто собирается заключать договор долевого строительства. Это была передача «Акцент». До новых встреч.